Здравствуйте. Основная тема сегодняшней передачи «Тихий Дон». ОРТ начинает сегодня демонстрацию семисерийной экранизации романа-эпопеи Михаила Шолохова. Ну а у нас в Якутске живет человек, который лично знал великого писателя. В самом начале своей летной пилотской карьеры он несколько месяцев был почти что личным пилотом Михаила Шолохова. Его рассказ сразу после выпуска новостей. Здравствуйте. По традиции подборку новостей начнем с вопроса о будущем главе республики. Впервые на эту тему заговорили наши руководители. Вице-президент Акимов Вилюйский заявил, что действующий президент останется на второй срок. А премьер Борисов вчера на заседании правительства заявил, что разговоры вокруг президентства нагнетают в республике журналисты и политики. В Москве этой проблемой мало кто озабочен, сказал он. Но премьер, возможно, имел в виду то, что в кремлевской администрации до сих пор так и не определились с тем, кто, собственно говоря, возглавит исполнительную власть нашей республики на новый срок. Время уходит, а 29 ноября депутаты Госсобрания ждут кандидатуру. Но тем не менее, как теперь выясняется, Камиль Исхаков так и не сделал представление в конце октября месяца кандидатов на пост главы нашей республики, главе российского государства. Выскажу парадоксальное, может быть, пока на первый взгляд мнение, но оно все-таки существует и заключается в том, что на самом деле очень многие чиновники, правительственные чиновники нашей республики заинтересованы в смене власти. Конечно, большинство из них в этом случае лишаются своих постов, но согласитесь, это все-таки лучше, чем оказаться на тюремной койке. А такая перспектива вполне реальна. Дело в том, что в одном из федеральных ведомств сейчас созрел план акции, я бы назвал так, публичной порки, что ли, нашей республики, коррупционеров, вернее, на примере нашей республики. Это, в общем-то, никак не связано с теми процессами, которые происходят сейчас у нас, в связи с президентом и так далее. Это внутренние федеральные разборки, которые понадобилось, так сказать, такую акцию провести. Уже определены и 3 человека, которые окажутся главными действующими лицами в этой истории. Это очень высокопоставленные чиновники, называть имена их сейчас не буду, но скажу лишь, что это совершенно не уровень мэрии, и, соответственно, те мздоимства и те суммы, которые будут фигурировать в случае возбуждения уголовных дел, будут неизмеримо более высокими, чем то, что мы сейчас с вами читаем в наших с вами газетах. Так вот, почему я говорю, что как я связываю два этих процесса? Дело в том, что если действующий глава республики остается у власти, то, соответственно, он начинает противиться такому развитию событий, этой самой устрашающей акции. А в этом случае, как считают эксперты, процесс просто выйдет из-под контроля, и в результате пострадают не только 3 человека, а может быть и гораздо большее число людей, членов правительства, которые каким-то образом оказались причастными к каким-то не очень, так сказать, честным способам приобретения либо имущества, либо каких-то денежных сумм. В этом, соответственно, никто с вами не заинтересован. Как будут развиваться события на самом деле, я так думаю, что мы узнаем в ближайшее время, и поэтому действительно месяц-полтора ближайшие будут очень-очень горячими для нашей республики. Это прогноз на будущее. Действительно, давайте обратимся все-таки к текущим событиям нашего города. 1300 человек сегодня приняло участие в демонстрации по случаю Октябрьской социалистической революции. Ее организаторами выступили коммунисты, которые не согласны с переименованием красной даты календаря. И поэтому вышли под старыми большевистскими лозунгами «Вся власть советам». Но замечу попутно, что коммунисты проигнорировали и другой праздник, 4 ноября, День народного единства. У нас сегодня, как я вижу, информация в основном праздничного характера. Ну а почему нет? Наверное, можно горожан поздравить с появлением нового канала в кабельной сети телевидения. Я имею в виду то, что с 6 числа вместо телеканала «Звезда» начались трансляции телеканала «Петербург», 5-й канал. Насколько он хорош, покажет время. Но согласись, все-таки даже ожидание нового, это все-таки предвкушение такое предпраздничное. Согласен. И, кстати, о Новом годе. Дан старт очередному конкурсу на лучшее декоративно-художественное оформление к Новому году и Рождеству. Его участниками могут стать любые предприятия и организации, а также жители нашего города. Обязательное условие – у них не должно быть долгов за свет. Как и год назад, а тогда конкурс проводился впервые, оцениваться будут наружное световое оформление фасадов офисных зданий, торговых учреждений и прилегающих территорий, а также новогоднее световое оформление балконов, жилых домов и подъездов. Также будут учитываться световое оформление деревьев, снежных и ледовых фигур. Итоги конкурса будут подведены 26 декабря.
Ну, год назад, кстати сказать, победила семья, которая украсила свой дом световой такой гирляндой в форме собаки. Ну, это в честь собаки, а в этом Года году... собаки. Да, года собаки. А в этом году мы, наверное, будем ожидать многочисленных хрюшек. Ну да, по крайней мере, 2007 год, год свиньи. Ну, в общем-то, кто его знает, что будет на самом деле, потому что фантазия горожан просто неисчерпаема. Поживем, увидим. Тем временем, лучшие водители городских коммерческих автобусов были определены в эту субботу. За почетное звание боролось 20 водителей из 15 городских маршрутов. Победителя выявил теоретический конкурс и фигурное вождение. Лучший результат в этот раз показал водитель маршрута номер 4 Андрей Скурлатов. Грамоты организаторов турнира, а ими выступили Союз автопредпринимателей, Федерация автомотоспорта и мэрия города Якутска, дополнил главный приз «Телевизор». Неоднократный призер аналогичных соревнований и победитель весеннего турнира Валерий Березин, водитель маршрута номер 15, в этот раз поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета и получил свои грамоты, а также приз «Музыкальный центр». Третьим стал еще один представитель маршрута номер 4 Виктор Жариков, и ценным подтверждением успеха которого стал DVD-плеер. Телеканал ОРТ сегодня начал показывать серийную экранизацию романа эпопеи Михаила Шолохова «Тихий Дон». Федор Бондарчук, который заканчивал этот сын, вспоминает, что отец его, Сергей Бондарчук, снимал фильм, ну как он сам говорил, фильм про любовь. Хотя, конечно же, «Тихий Дон» — это не любовная история. Вот честно признаюсь, что я, ну что называется, не запал в свое время на «Тихий Дон». Мне, в общем-то, понятнее, ближе даже в какой-то степени герои другого романа эпопеи Александра Иванова «Вечный зов». Хотя, и в общем-то это понятно, что оба эти романы роднит одно очень существенное качество. Они оба показывают, как исторический разлом на уровне государства прошелся по жизни обычного человека, героев этих романов. Оба этих романа еще я бы назвал и, может быть, сравнил, хотя, может быть, это у кого-то вызовет и улыбку, и иронию. Это такая вот отечественная версия «Унесенных ветром». Ну, может быть, с той лишь только разницей, что у американцев роман Митчелла — это все-таки национальная настольная книга, в то время как у нас оба эти романа, которых я сейчас упомянул, ну, мало кто читал. Давайте смотреть правде в глаза. Чего не скажешь, кстати, сказать о герое сегодняшней нашей передачи Александре Медове, который явно читал и любит роман «Тихий Дон». Александр Медов после окончания летного училища летал на Дону, в Ростовской области, на Ан-2. И так получилось, что 3 месяца в экипаже, который был приписан, что называется, к Михаилу Шолохову. Шолохов тогда был фаворитом, надо сказать, Компартии государства, и потому все ростовские власти были ориентированы на исполнение любого его желания. Вот вы 3 месяца у него прослужили, пролетали с ним. Он сам-то часто летал, как? Не, вот понимаете, он, я говорю, вот собирается на охоту вот туда, значит, он заказывает, звонит в Ростов, заказывает самолет, я прилетаю, его забрал и отвожу на охоту. Так он только на охоту летал? Ну, я на охоту его возил 3 раза. Он как, удачливый охотник был, нет? А? Удачливый охотник был? Не, он стрелял нормально, хорошо стрелял. Вопросов нет. А как у него отношения с домашними были? Вы знаете, я мало, я же говорю, жена-то что, приготовила, поставила и ушла. Она в разговор не встревала же. Я говорил, что вот там баек много ходит, но одна из баек, что жена написала книгу. Да вы что? Да. Так вот, я говорю, я, например, сомневаюсь, здорово, но мне кажется, что жена написала это. Молодец, конечно, она. Она что, могла написать, что ли? Она очень развитая женщина, очень развитая. Ну, я, например, не встречал таких. Так а тогда в семье у них кто был главный? Ой, я даже не знаю. Я знаю только что вот когда он идет вот так за руку, ну, строем стоят все эти провожающие, вот так за руку каждого, да, это трезвый. Если обнимаются, целуются, это в дупе пьяный. А вообще пьяным я его не видел. Вот утром, ну как утром, часов 9, 2 бокала вот так вот, дзынь, он бокалами, все, а я спал, значит. Просыпаюсь, стоит.
бокал. Не, ну, хорошее вино. Не, отрава. Много пил, да? О, а пьяным я его не видел. Александр Медов сегодня вспоминает именно об этой писательской слабости, хотя прекрасно осознает, что в годы молодости он, в общем-то, не понимал, он просто воспринимал ее как таковую, и только сейчас, с годами зрелости, он стал анализировать и понимать, насколько сильно на самом деле страдал Михаил Шолохов. Шолохову было бы тяжело жить сейчас? Сейчас? Не знаю. Но думаю, что от одной беды уйдешь, к другой придешь. Смысла нет воевать. Вот почему белые сдались. Смысла нет воевать. С кем воевать? С русскими. Русские с русскими. Вы подумайте, это проблемный вопрос, и в жизни стоит, понимаешь, ну что, Путин нормально? Вы ответить не можете. Время покажет. А что время покажет? Вот вы сейчас мне не ответите на вопрос. Было это, не было. Что это было такое? Почему убили, кто он там, зам Верховного Центробанка. банка, да. А ведь это убийство-то было, оно есть. Значит, чего-то скрывают. Вон, посмотрите, сейчас Пантелеева передают. Мы, говорит, все, обворовали, деревни уже нечего брать. А Шолохов жил в то время, когда была деревня. Но ее обворовали. А Шолохов вообще переживал то, что с деревни... Вы знаете, я не думаю, я об этом с ним не разговаривал. Тоже так же вино в подвале пили, да и все. Это нет проблем. Вино пили? Конечно, ну у него подвал же, в подвале там. А почему он начал пить-то, как думаете? А если ты видишь, что в жизни одно, а говорят другое, ты этого честный человек понять не мог. А потом смирился. Вот и все. И ударился в водку, чтобы совесть свою заглушить. Вот и вся проблема. Нечего делать. Понимаете, одни люди рождаются честными, другие жуликами. И при любой власти жулики были, есть и будут. Увы. Абсолютно. С этим никогда не покончишь. Абсолютно. Вот был Бог, начали его судить. Жулика отпустили, убийцу отпустили на свободу, а его казнили. Понимаете, это такой менталитет. Это неважно, еврей, ты русский, хоть кто угодно, понимаете. Это же проблема жизненная. Ну а через 5 лет вот после этих событий Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию. В 1965 году это произошло. Премию за то, что отразил в своем романе «Эпопею» целую эпоху, которая всколыхнула такую гигантскую страну, как Россия, и сделала ее совершенно другой страной. Рискну предположить, что Григорий Мелехов – это один из нас. Ну, конечно же, человек в другой обстановке, в других обстоятельствах, в другое время. Но мы живем с вами не менее драматичное время в истории российского государства. Просто нет на нас Шолохова, и поэтому мы этого сами не осознаем и воспринимаем все наши перипетии, всей нашей с вами жизни просто как какие-то мелкие, малозначительные эпизоды. А на самом деле это, наверное, не так. Ну, просто еще раз повторюсь, нет на нас ни Шолохова, ни Александра Иванова. На сегодня все. До свидания.